Главная роль иммунной системы– это предотвращение заболевания, вызванного инфекцией. Инфекции могут быть вызваны большим разнообразием патогенов, такие как бактерии, грибы, паразиты, такие как малярия, и вирусами, такими как грипп и простуда. Иммунная система состоит из связи клеток, тканей, которые работают вместе, чтобы предотвратить заболевание. Все части тела взаимодействуют с внешней средой, такие как легкие, пищеварительный тракт и кожа, должны быть готовы защищать организм. Кожа действует как барьер, предотвращающий попадание патогенов в организм. Если вы порезали ногу, то защищающий кожный барьер сломан. Следовательно, теперь бактерии могут попасть в рану. К счастью, наши тела обладают целой армией иммунных клеток, ожидающих внешних захватчиков. Эти иммунные клетки называются макрофагами. Они способны распознавать бактерию как угрозу, основываясь на молекулах, которые бактерии проявляют на поверхности. Когда макрофаги распознают бактерию, они могут уничтожить ее, поглотив их. Этот процесс называется фагоцитозом. В то же время фагоциты производят молекулы, такие как цитокины и химокины. Они предупреждают оставшуюся часть иммунной системы о присутствии захватчиков. Другие иммунные клетки, так называемые нейтрофилы, завербованы в вашу ногу. Они вместе с макрофагами могут помочь уничтожить бактерии. Макрофаги и нейтрофилы оба являются частью врожденной иммунной системы. Они предоставляют первую линию защиты против захвата патогенов. Если захватчики не контролируются врожденной иммунной системой, они могут быть направлены в более специализированные иммунные клетки, так называемые лимфоцитами. Лимфоциты включают в себя в клетки Т-клетки и Б-клетки. Они работают вместе, чтобы производить молекулы, подобные антителам, которые помогают избавиться от инфекции. Т и Б-клетки являются частью адаптивной иммунной системы. Когда клетки активированы, они способны запоминать инфекцию. Следовательно, в следующий раз при попадании бактерий в организм, клетки могут уничтожить их более быстро. Врожденная и адаптивная иммунная система работают вместе, чтобы успешно побороть инфекции и предотвратить развитие заболевания. Ваш организм успешно предотвратил развитие заболевания. Еще много всего, чего мы не знаем о функциях иммунной системы. Ученые занимаются исследованиями, чтобы понять их более точно, и эти знания могут быть использованы, например, в развитии новых вакцин.